Появление множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза стало серьезной угрозой во многих странах мира по противотуберкулезным программам лечения. Наша страна не стала исключением. По данным Всемирной организации здравоохранения, Кыргызстан входит в число 30 стран с высоким уровнем распространенности туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью. В Кыргызстане самое большое количество людей, больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью в мире. По предварительным данным, около 1400 человек заболевают туберкулезом каждый год. Однако, как заявила врач высшей квалификационной категории Жданова Елена, количество пациентов за последние 2 года впервые стали меньше, что является большим достижением в борьбе с этим недугом. Могу сказать по данным нашего отделения, что количество пациентов за прошлый год было меньше, чем в позапрошлом году. И это, в общем, за последние динамики, это первый раз на 20 пациентов меньше. И в общем по стране количество пациентов с туберкулезом уменьшается. Но, к сожалению, это все равно еще эта проблема остается актуальной и для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Их еще пока достаточно для того, чтобы активно бороться с этим. Требующая длительного лечения вне зависимости от формы болезни туберкулез является одной из смертоносных инфекций в мире. Именно по этой причине одним из приоритетных направлений в работе Всемирной организации здравоохранения является борьба с туберкулезом. Как заявила глава ведомства Назира Артыкова, туберкулез является социальной болезнью, и причиной активного распространения этой болезни можно считать невысокую грамотность населения. Не нужно стесняться своего состояния. Для гарантированного излечения в первую очередь необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, считает Артыкова. Туберкулез можно вылечить, и лекарства эффективные сейчас существуют. Но самое главное, чтобы мы все, гражданское общество, семья больного, сам пациент, не должен из этого делать трагедию. Надо своевременно обратиться к врачу, получать полноценное лечение, но самое главное, лечение не должно прерываться. В Кыргызстане 26% новых случаев и 61% случаев повторного лечения туберкулеза являются лекарственно устойчивыми, и при стандартном лечении излечиваются только до 50% людей. Однако можно смело заявить, что в последние годы в нашей стране увеличилось количество пациентов, которым удалось полностью вылечиться от этого недуга, среди которых оказался Ильхом Абдукаримов. Бороться с туберкулезом пришлось не только ему, но и его младшему сыну. Но в силу своевременного лечения на сегодняшний день оба полностью излечились. Туберкулез это лечится, это как грипп. Люди же ведь сразу же после, как услышат, да, туберкулез, они уже в панике. Но если так обнаружат, да, сразу же надо обращаться к врачу. Всемирная организация совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской республики и международными организациями реализует несколько программ по борьбе с туберкулезом, которые внедряют новую схему лечения в нашей стране. С помощью новой системы почти 80% всех пациентов были успешно излечены после использования нового, более короткого метода лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, заявил директор национальной программы по борьбе с туберкулезом Абдуллат Кадыров. 2 новые противотуберкулезные препараты. Это бетаклин и деламанит. Сейчас у нас это в стране, начиная с 2017 года, мы проводим лечение, подключение этих новых противотуберкулезных препаратов. Если при стандартном лечении раньше излечивалось только до 50% пациентов при сроках от 24 месяцев, то на сегодняшний день с помощью новых препаратов срок лечения составляет от 9 до 12 месяцев. И цифра вылечившихся доходит до 80%. Стоит отметить, что Кыргызстан – одна из первых стран в мире, обеспечивших свободный и полный доступ к этим методам лечения для всех своих пациентов. Мерим Кубанычбек, Арстанбек Дукуев, Новости Ушпирим.